Здесь еще слышен стук молотков. Правда, работы уже вышли на финишную прямую. Месяц ушел на возведение целого комплекса на склоне гор. Рабочие рассказывают, успели бы и раньше. Работу тормозили затяжные дожди. Сейчас налаживают сложную конструкцию амфитеатра. На это уйдет еще несколько часов, и уже к наступлению темноты все будет готово. Практически приготовление к этому мероприятию завершено. На огромной территории здесь вырос целый такой городок. И все это мероприятия спонсируются фондом имени Ахматхаджи Кадырова. Я хотел бы пригласить жителей Чеченской Республики, не только жителей Чеченской Республики, завтра принять участие в мероприятиях, которые пройдут на Жиртовском районе, село Бино-Ведено. Пригласить, чтобы они пораньше выехали, так как массовые мероприятия начнутся в 10 часов утром. По географическому расположению село Бино-Ведено, он практически последнее село, дальше Большой Кавказский хребет. Поэтому я надеюсь, что наши гости пораньше выйдут, потому что дороги действительно будут перегружены. Работы по подготовке к предстоящим событиям на контроле у региональных властей. Депутат Госдумы Адам Делимханов регулярно выезжает в Биной. Он курирует все организационные вопросы. На заседании оперштаба Адам Делимханов призывает всех ответственных приложить максимум усилий, чтобы народные гуляния прошли на самом высоком уровне. Завтра в Биное с утра и до самого позднего вечера пройдет целый марафон мероприятий. Только в спортивных баталиях сойдутся 17 команд представителей от каждого муниципалитета. В борьбе за звание лучшей сборной они будут соревноваться в 14 видах спорта. И это не только олимпийские виды. Здесь запланировано и проведение чеченских народных игр, победителем в которых сможет стать только настоящий джигит. Борьба, бег с камнем по склону вверх и метание бараньей ноги. Организаторы обещают, бросать мясо никто не будет. Вместо него только символический груз. Уже на татами и ринге сойдутся профессионалы. 5 клубов представят лучших спортсменов по боксу, дзюдо, вольной и греко-римской борьбе. Недалеко от ринга устанавливают трамплин и горку приземления. Того, кто не знаком с мотофристайлингом, может обмануть невнушительные размеры этих установок. Однако мотоциклисты с помощью такой рампы поднимаются на высоту более 8 метров. Выступят здесь гости из Москвы. Опытные мотофристайлеры выполнят сложнейшие трюки, с которыми уже выступали на мировых площадках. Насколько я знаю, в Чечне очень любят мотофристайл. И наши коллеги выступали, и мы выступали ведущие, да, и была поддержка очень колоссальная. И надеемся, что здесь людям тоже очень понравится. Будем показывать все, на что мы способны. Обширную площадку отвели под скачки. Круг 1200 метров. С каждым годом растет популярность этого вида спорта в нашей республике. На завтрашний забег уже подали 100 заявок. Жокеи-любители сразятся в 3 забегах. Трасса сложная. Здесь победит не только самый быстрый, но и выносливый скакун. Правда, и призы в этом виде спорта серьезные. Тройки победителей по автомобилю. От погоды много чего зависит. Когда дождь пойдет, немножко тяжелее будет скакать. Дорожка более такая скользкая становится. Ну, такое место у нас чисто такое рассчитано для того, чтобы именно любой человек может выглядеть по-другому. Завтра у нас будет 3 заезда, 2 заезда по 5 кругов, и 3-й заезд будет тоже на 7 кругов. В каждом заезде разыгрывается, на главный заезд разыгрывается Камри, в 2 заездах Калина и Приора. Еще призовой фонд будет дополнительно на каждой скачке 152 место и 3-е место 100 тысяч. Завершением такого насыщенного дня станет большой сольный концерт молодой звезды Рашаны Алиевой. Заслуженная артистка Чеченской Республики исполнит 15 музыкальных композиций. Каждое выступление будет сопровождать яркое шоу. В подготовке задействованы сотни людей. Выставить свет, наладить звук. Все необходимо сделать на высшем уровне. Концертная программа рассчитана на 2 часа. За это время выступят десятки коллективов с различными музыкальными и танцевальными номерами. Есть и приглашенные российские звезды. В советское время это место было настоящим культурным центром Ножеюртовского района. Здесь проводились самые масштабные спортивные и культурные мероприятия. Причем гостями были не только местные жители, но и многочисленные туристы. Этот район давно стал одной из визитных карточек нашей республики. Развитая инфраструктура и живописные уголки уже привлекают большие группы туристов. Однако организаторы уверены, проведение такого масштабного праздника в разы повысит туристический интерес к району. Елизавета Чепханова, Хаважи Мунаев, Делимхан Закаев. Новости.